Математика, литература и броски через плечо. С 2019 года в Башкортостане в рамках федеральной программы «Спорт. Норма жизни» внедряет проект «Спортивная борьба в школы». По масштабу реализации Башкортостан в пятерке лидеров. В регионе строят спортивные объекты, оборудуют школьные спортзалы, поддерживают тренеров. Полилингвальная многопрофильная школа «Смарт» в Уфе в числе образовательных учреждений, где активно развивает борьбу и другие виды спорта. В день открытия в Уфе чемпионата мира по борьбе среди юниоров в школе «Смарт» почетные гости. Гостей ждем, Ради Фаритович. Да, приезжает впервые вот в эту школу в Уфе. Но в Уфе не первый раз. Президент Федерации объединенной борьбы, мировой член Международного олимпийского комитета Ненет Лалович, наш старый товарищ, наш друг. Он очень любит Россию. И, собственно, благодаря его решению у нас в эти дни проводится чемпионат мира по борьбе. Но мы вот вчера с ним тоже обсуждали наши деловые планы. Так что вот... А почему эту школу? Ну, а здесь вот реализуется проект «Спортивная борьба в школы». Это обычная школа, вы знаете, в Деме. Вот мы просто хотим показать, вот как в обычной школе мы вот ведем проект «Спортивная борьба в школы». По-настоящему? По-настоящему. У нас их 62 школы такие. План вообще, мы немножко план не успеваем, потому что план у нас сделать 200 школ к 2024 году. Ну вот, попробуем. Спасибо, хорошего дня. Доброе утро. Доброе утро. Добро пожаловать в нашу полилингвальную многопрофильную школу «Смарт». Школа у нас новая, в 2019 году мы запустились. И с открытия школы у нас реализуется проект «Спортивная борьба в школе». Добрый день, уважаемые гости! Приветствуем вас на арт-площадке «Моя Олимпиада». Сегодня, в честь достижений наших спортсменов, пусть проявятся на площадке яркие краски и обретут цвета детские рисунки, посвященные Олимпиаде. Уважаемые гости, к вам обращается будущая первоклассница, юный художник Прасковья Полтовец. Спорт – это жизнь, это легкость движения. Спорт вызывает у всех уважение. Спорт продвигает всех вверх и вперед. Бодрость, здоровье он всем придает. Чтобы быть активным и чтоб не лениться, нужно со спортом всем подружиться. Пусть успех и победы наших спортсменов послужат примером каждому из нас. Рыжий гуса! Уважаемые гости, добро пожаловать! Отдельный спортивный блок, где находится 2 спортивных зала. Добро пожаловать в отдельный спортивный блок, где есть все условия для детей, душевые кабины. Наш тренер Садыков Рафис Районович. Если были. Ух ты. Здравствуйте, ребят. Уважаемый Ради Фаритович, большое спасибо. Ну что, программу федеральную запустили «Спортивная борьба в школы». Она сейчас работает, вот результат. Начали мы все с нуля, создали все условия. Вот прекрасный ковер, прекрасный зал, огромный. Здесь приятно работается. 2 раздевалки, 2 душевые. Об этом мы только могли мечтать, а сейчас это все реально. На сегодняшний день, буквально за 1,5 года, как эта программа начала работать, в школе уже активная работа ведется в этом плане. Около 100 человек детей уже конкретно занимаются в спортивной секции по греко-римской борьбе. Сегодня у нас будет проходить открытие чемпионата мира, и воспитанники башкирской школы борьбы тоже будут выступать на этом чемпионате. Ну, а мы, как тренеры, ветераны, должны передать весь наш богатый опыт нашему молодому поколению. Уважаемые гости, Роман Ради Фаритович просим вас оставить автограф для наших детей. Вот прямо в стене. Распишите наши
Мы переподготовку сделали, ковры купили. Ну и, соответственно, самое главное, в расписании занятий мы вставили эти часы. То есть вот они хотят. И сельского тренера он получил у нас. Он получил наш, он в сельской школе в одной работает. Мы ему тоже сельского тренера дали. Вот 600 тысяч, тот у нас в селе работает. Здесь у нас большой спортивный зал. Ну, здесь у нас и футбол, и волейбол, и баскетбол. Бадминтон, вот эти вот разметки. Регбол. Детский регбол. Регбол. Тренировка идет. Борцов регбол играют. Соломон Рабизонович тренер. Скажите, пожалуйста, вот из таких парней сразу видно, кто росточки дает? Ну, конечно, видно, насколько берут на себя инициативу, организовывают атаку, сами подключаются и в нападении, и в защите. Такие ребята сразу видны, конечно. А вот вы с вашей высоты, скажем так, что с такими делаете спортсменами, с зародышами? Главное создать среду, условия для того, чтобы они могли двигаться и, конечно, совершенствоваться. Для этого нужны и тренировки, и нужны возможности для соревнований, для того, чтобы они могли тут же иметь мотивацию очень высокую для того, чтобы становиться все более и более профессиональным. Поэтому... Ну, мало посмотрели пока в школе еще, а тут пока 2 зала. Школа так пока понравилась? Да, ну такие школы – это мечта, наверное, любых родителей для того, чтобы отдать в такую школу, где возможности есть и учиться, и заниматься спортом, и тем более выбрать виды спорта по своей душе. Поэтому можно только пожелать, чтобы в каждом районе, тем более молодежном, где молодые семьи, чтобы такие школы, такие возможности были. Спасибо. В рамках совещания у нас Василий Дяшевич, он сегодня рассказывает учителям физической культуры города Уфы о методике преподавания спортивной борьбы в школе. Чемпиона, уважаемые коллеги, у нас почетные гости. Уважаемые почетные гости, разрешите вас информировать. Программа «Борьба в школу» осуществляется в 46 регионах Российской Федерации, и на данный момент официально зарегистрировано 512 школ. Сейчас мы проводим семинар с учителями физической культуры по программе «Борьба в школу». Лидерами движения «Спортивная борьба в школу» является Башкортостан. Я передаю слово ведущему. Добрый день! На дискуссионной площадке, организованной для учителей физической культуры на тему «Актуальные вопросы внедрения программы «Спортивная борьба в школы» в образовательные учреждения городского округа города Уфа Республики Башкортостан присутствуют почетные гости. Глава Республики Башкортостан Радий Фаритович Хабиров, господин Ненат Лолович, президент Объединенного мира борьбы United World Wrestling, руководитель комитета подготовки Международного олимпийского комитета. Морозов Алексей Алексеевич, заместитель министра спорта Российской Федерации. Хабибов Руслан Тагирович, министр спорта Республики Башкортостан. Мамиашвили Михаил Геразиевич, вице-президент Объединенного мира борьбы, президент Федерации спортивной борьбы России. Принцев Георгий Павлович, директор Центра спортивной подготовки сборных команд России, заместитель председателя Наблюдательного совета Федерации спортивной борьбы России. Баталов Абдулбасир Вагидович, член исполкома Федерации спортивной борьбы России. Слово имеет глава Республики Башкортостан Радий Фаритович Хабиров. Добрый день, дорогие друзья. Очень рад вас всех здесь приветствовать. Очень рад, что вы здесь сегодня собрались обсудить проблемы развития спорта, физической культуры в наших школах. Ну, действительно, я могу сказать, что 62 школы уже проводят у себя программу «Спортивная борьба в школе». В нашей республике, помимо спортивной борьбы, мы, конечно, поддерживаем все виды спорта. И поэтому любые программы Министерства спорта Российской Федерации, которые сегодня представляет Алексей Алексеевич,
будет инициировать, мы также подхватим и также наших детишек будем учить разным видам спорта. Всем спорт, всем физкультуру и всем, конечно, крепкого здоровья. Спасибо. В Республике Башкортостан второй год реализуется проект «Сельский тренер», в рамках которого предусмотрены выплаты для строительства или приобретения жилья, земельного участка, автомобиля, а также на профильное обучение в размере 600 тысяч рублей тренерам, развивающим спорт в селах, поселках и поселках городского типа. Сертификат вручается Ахмадиеву Руслану Ильдусовичу, тренеру по спортивной борьбе, греко-римская борьба, детско-юношеской спортивной школы Киргизского района Республики Башкортостан. Денису Борисовичу, тренера Центра дополнительного образования детей Зианчуринского района Республики Башкортостан. Абдулгазину Ильгизу Раисовичу, тренеру детско-юношеской спортивной школы Абзелиловского района Республики Башкортостан. Василия Рафисовича, тренера Центра дополнительного образования детей Зианчуринского района Республики Башкортостан. Благодарим вас за поддержку сельских тренеров. Будем работать, подготовим еще больше призеров чемпионов. Спасибо, Ради Фаридович, за теплые слова и оказываемую тренерам поддержку. Уважаемые почетные гости, благодарим вас за участие в нашем мероприятии. Приветствую. Работаем, части работ дома, как говорится. Раз такая возможность есть, можно с пацанами на память? Пойдем, а вот у нас еще. Айда, пацаны, быстренько! Что надо говорить? Здравствуйте, ребят. Спасибо, ребят. Спасибо. Удачи. Спасибо, ребят. Всего доброго. А вот это Я даже не ожидал, да? честно. Вот спортивная борьба в этой школе. А вот такая же история где-нибудь в Зианчуринском районе. Там маленький, правда, зал. Ну вот 62 штуки мы сделали. Можно вопрос задать? Скажите, как вам поле, как вам школа? Ну, в общем-то, вызывает сначала легкий шок и удивление. Ведь это не специализированная спортивная школа. Обычно. Новая, но обычная. Да, и вот эта тенденция, которая реализовывается руководством республики, ну, конечно, это тот путь, который сможет увлечь ребенка. Ведь сегодня и глава сказала о том, что о тираже, например, спортивной, не нужно это буквально понимать, спортивная борьба. Самая главная задача увлечь ребенка, не стоит ведь задача из каждого ребенка, который придет в спортивный зал школьный, сделать из него олимпийца. Да, если таланты раскроются, если мальчик или девочка будут увлечены, да, почему не дать ему возможность реализовать себя максимально. Но самая главная задача другая – увлечь ребенка, научить его чувству ответственности, научить его дорожить за свой класс, за свою школу. Значит, нести ответственность перед тренером, к которому он приходит, научиться справляться с теми вызовами, которые, конечно, уже по мере взросления будут ждать любого человека. Ну а спортивная деятельность, она предполагает умение справляться с сложностями, с вызовами. Это самая главная задача. Ну и, конечно, сегодня это уже навязло в зубах оторвать ребенка там от смартфонов и прочих вещей, которые, к сожалению, увлекают ребенка. Вот, посмотрите, это совершенно увлеченные и, я надеюсь, счастливые люди. И самое главное, что родители за них спокойны. Они попали к тренерам, воспитателям, которые научат их, научат истории вида спорта, которому они на данном этапе посвятили свою жизнь. Но и опять же, это формирует и ответственность за этот вид спорта.
Видите, они всех чемпионов знают. Кто в каком году выиграл Олимпийские игры. Это здорово. Да. Спасибо огромное. Спасибо. Школа Олимпийского резерва по спортивной борьбе Республики Башкортостан работает с 1980 года. За это время сформировались серьезные традиции и появились весомые достижения. Глава Башкортостана Ради Хабиров и почетные гости в день открытия в Уфе чемпионата мира по борьбе среди юниоров на тренировке в этой школе. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые гости. Пора приветствовать вас в спортивной школе Олимпийского резерва по спортивной борьбе Республики Башкортостан, которая много лет готовит чемпион. Встречает директор спортивной школы Олимпийского резерва по спортивной борьбе, мастер спорта СССР Александр Николаевич Григорьев. Руководитель учреждения с 1 января 2007 года. Педагогический стаж более 30 лет. Тренер-преподаватель первой категории. Для приветственного слова приглашаем главу Республики Башкортостан Радия Валерьевича Хабирова и президента Объединенного мира борьбы, руководителя комитета по допингу Международного олимпийского комитета Линада Лавовича. Слово имеет глава Республики Башкортостан Радий Валерьевич Хабиров. Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, ребята. Я долго не буду говорить, два слова только хотел сказать. Вы все здесь должны понимать, что вот это на самом деле легендарный зал. Это легендарный зал. Здесь тренировал и воспитывал сотни будущих борцов легендарный Владимир Алексеевич Борман. Вот мы все его помним. На этом ковре стали мастера спорта СССР, Российской Федерации, десятки ярких, видных наших спортсменов. Поэтому, на самом деле, легендарное место. Оно не казейское, казалось бы, да, но для каждого, для каждого, кто занимался спортом в нашей республике, это место очень-очень дорогое. Я сегодня с огромным удовольствием хотел поблагодарить директора нашего центра Григорьева Александра Николаевича за то, что долгие годы он уже является директором и воспитал огромное количество спортсменов, которые представляют гордость нашей республики. У нас на прошлой неделе началось одно из самых ярких спортивных событий этого года – первенство мира среди юниоров по спортивной борьбе. Всех вас приглашаю на соревнования. Сегодня состоится открытие. У нас, вы знаете, выступают наши герои, наши борцы на этих соревнованиях. Мы за них будем болеть, поэтому всех приглашаем на этот замечательный турнир. Спасибо. Владимир Владимирович, мы просим вас вручить сертификат за достижение в спорте, сертификат на обретение квартиры Фадису Валитову. Благодарим вас, Радий Валерьевич. Слово предоставляется президенту Объединенного мира борьбы, руководителю комитета по допингу Международного олимпийского комитета Линаду Лавовичу. It is with great pleasure that I am visiting your school and the previous school. Я очень впечатлен тем, что я увидел в школе здесь и в той, в которой мы были до этого. И я являюсь свидетелем большого достижения тех, кто занимается этим делом. This kind of strategy of education. Это стратегия, в которой мы работаем совместно с коллегами с Российской Федерацией и Российской Федерацией спорта и для достижения таких успехов. Мы хотим, чтобы вы были еще более воодушевлены тем делом, которое вы занимаетесь. Thank you very much for your attention, and I wish you a lot of success. Желаю вам успехов. Почему на данном этапе борьба оказывается важнее футбола? Мы для себя внутренне приняли решение, что, конечно, мы футбол будем поддерживать. Здесь все замечательно, ну а когда еще и республику возглавляет человек, у которого уши сломаны.
тут особый какой-то учет. Я для себя поставил, в общем-то, скромную задачу, но которая меня вполне удовлетворит. Я буду абсолютно счастлив, если после этого соревнования в нашей секции придет еще больше мальчишек и девчонок.